Мин татарша сөйләшәм, татар булып яшим. Мин татарша яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарша тибә, шуңа горурланам. Әлеге һәм киләсе дәресләрдә мин сезгә татар костюмы турында сөйләрмен. Бүгенге дәресебезне читеккә багышларбыз. Читек. Софьяновые сапоги – вид легкой обуви, имеющий форму полусапожек из мягкой кожи с мягким носком и внутренним жестким задником. Они были широко распространены у татар и стали неизменным элементом татарского национального костюма. Традиция изготовления узорной кожаной обуви является уникальной, присущей исключительно татарской культуре. Издавна славится в России. Аяк киеме. Shoes. Обувь. Аяк киеме. Shoes. Обувь. Уже в повести временных лет есть упоминание о том, как изумляла славян обувь булгарских воинов. Татары, которые являлись выходцами из Золотой Орды, после распада крупных ханств начали поселяться в Москве. Там ими была основана целая кожевническая слобода, в которой жители занимались выделкой кож и шили из них обувь. Уже с конца XVI века татарская обувь прочно вошла в моду и стала неотъемлемым элементом русского костюма. Тире, leather, кожа. Тире, leather, кожа. Значительно большую популярность татарская обувь обрела именно в XIX веке. Некоторые герои романов Толстого обуты в татарские сапожки из кожи, пользовавшиеся невероятным успехом в то время. Для покупателей русских изготавливались также кожаные подушки с мозаикой, всевозможными узорами и многих других вещей из кожи. Бизек, pattern, узор. Бизек, pattern, узор. Европа с давних лет очень высоко ценила софьяновые ичиги и башмаки. Также упоминает даму в казанских туфельках в своих произведениях и Александр Дюма. Некоторые экземпляры татарской обуви находятся в экспозициях немецких и французских музеев. Массово экспортироваться в Европу ичиги начали в 20-е годы прошлого века. Но уже к середине столетия о них совсем забыли. Но вскоре вспомнили. В 70-х годах сапоги с высоким голенищем стали хитом коллекции обуви в русском стиле. Бейлерге, to value, ценить. Бейлерге, to value, ценить. Традиция особенно богатого оформления воинского снаряжения, в том числе и обуви, зародилась в довольно большом археологическом ареале. Находки подтверждают наличие этой традиции у народов, проживающих на территориях современной Средней Азии, Монголии и Китая. Однако именно татарам удалось достичь в этом высокой степени мастерства, сохранив его на протяжении сотен лет. Әлеге дәрестә өйрәнгән сүзләрне гадәттәгечә яңадан искә төшереп китик. Аяк киеме. Shoes. Обувь. Аяк киеме. Shoes. Обувь. Тире. Leather. Кожа. Тире. Leather. Кожа. Бизек. Pattern. Узор. Бизек. Pattern. Узор. Бәяләргә. To value. Ценить. Бәяләргә. To value. Ценить.